Бисмиллахир рахманир рахим, вассалату вассаляму аля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин, амма ба'д. Дорогие зрители, сегодняшняя наша тема – правописание слова в арабском языке. Итак, обратите внимание на первое правило, которое мы сегодня пройдем. Если вы помните, мы говорили, что буква в арабском алфавите в начале, в середине, в конце слова меняется, но каркас этой буквы не меняется. Допустим, мы хотим написать слово, которое состоит из 3 букв. Например, буква Б, Джим и Та. Что мы делаем? Первое. Насколько мы помним, буква Б пишется в начале слова. Буква Джим в середине слова. И буква Та в конце слова. Что следует делать? Обратите внимание. Мы говорили с вами, что вот эти части у нас связующие звенья впереди и после стоящими буквами. Мы что делаем? Связываем их. Сокращаем дистанцию. И у нас что получается? Обратите внимание. Б, Джим, Та. Мы что сделали? Мы сократили расстояние. Вот это расстояние сократили с вами. И у нас получились вот это расстояние, сокращенные. Давайте еще один пример возьмем. Буква Вау, буква Айн и буква Ха. Вспоминаем те правила правописания этих букв в начале, в середине и в конце слова. Буква Вау в начале пишется таким же образом, но после нее, запомните, отсутствует связующее звено с последующей буквой. И поэтому Айн пишем как в начале слова. А буква Ха в конце выглядит таким образом. Что мы делаем? Связываем. Здесь отсутствует у нас. И получается у нас слово таким образом. Вау, Айн и Ха. Давайте напишем еще один пример. Из Бисмиллахир рахманир рахим. Обратите внимание. Буква Б, Син и Мим. Буква Б в начале, буква Син в середине и буква Мим в конце. Что мы делаем? Сокращаем дистанцию между этими буквами. И у нас что получается? Обратите внимание, буква Б, Син и Мим. Мы сократили дистанцию. Вот она, первая дистанция. И вот вторая. И у нас получилось слово, которое мы часто произносим бисми. А огласовки, иншаллах, в последующих уроках. На этом мы завершаем сегодняшний урок. До новых встреч. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.